19 января. Перешел реку не на лыжах, а пешком. Потому что по колено вода на льду. Напротив села сел также отдыхаю. Сегодня тихая, спокойная погода. В общем, штиль. Градус, не знаю, примерно, наверное, 5-8. Очень хорошая погода. Идем на рыбалку. Тоже с километра, наверное, пойду. Вот в надежде где-то я поймать какую-нибудь лыжню. Я иду по совсем другому маршруту. Обычно я там ниже перехожу речку. А сегодня по селу я так прошел. И здесь, вон, видите, кустики. Возле кустиков думал, там лыжня. Лыжня там много лыжни, но все намело снегом. Не видно. И так, как-то вот прошел. Еле-еле дошел. Вставал на лыжи промочил тоже, не знаю. Вот это да, конечно, сегодня. Непонятно, и там должна быть лыжня, может где-то тут тоже лыжня. Но я попробую вот здесь пройти, чтобы поймать свою бураницу старую. Тоже, наверное, уже намело все. Вот это навалило, конечно, снега за уже 3 дня или сколько там. Непрерывно по всей России идет снег, и у нас также. Все, сейчас 5 минут перекур и дальше пойдем. Сегодня будет рыбалка на Ельца. Буду тестировать свою горелку. Горелку там, обогрев, палатка будет. Что-то новое придумал. Подглядел в интернете. Не сам придумал, а подглядел. Все это я буду испытывать. И на новую наживку также буду пробовать. Думаю, будет интересно. Хорошечно-то как. Буквально 200 метров, наверное, по целине прошел, спотел. По зимнему одет, конечно. Встал на свою бураницу. Ребята, мне крупно повезло. Смотрите, лыжня. Тут на днях, вчера или позавчера, это вчерашние, наверное, следы. Кто-то рыбачил ходил. Туда, в ту сторону, как один мужичок ходит. По этой буранице. Надо по-новому еще протоптать. Наверное, я проеду через мост и по-новому здесь протопчу. Сейчас сильно морозы ударят там, чтобы все замерзло, буранится, и тропинка наша будет. Намного легче сейчас по лыжне. Лыжи оставил, я на реке. И сейчас наглядно покажу, что творится на реке вообще. Следы к моему месту ходят. Я показал один раз рыбалку, все. Иногда бывает, ты покажешь рыбалку, и в следующий раз уже ты туда не сядешь, там уже все занято всегда. И вот смотрите, что творится на реке. Где-то сантиметров 20 вода. Вот куда не встань. Вот так. По льду вода течет. Короче, сходим, посмотрим. Наверное, думаю, палатку сегодня невозможно туда поставить будет. Если на старое место, как может бугорок такой получился, обледенело. Не знаю. Если сейчас набуранит, сюда заедешь. Все. Точно ты в одиночку не вылезешь отсюда. Фу. Поклевка. Поклевка, ребята.
Опа. Ой, мелочь сегодня что-то мелковато. Мелковато сегодня что-то клюнула. Опа. Вон он. О, уже помощнее. Проглотил-то как. Вон как проглотил. Сейчас поставим жерлицу, ребят. Попробуем. Опа. Уйдет, блин. Это да. Это да, экстрим. Такую дрянь не продают в магазинах. Все надо переделывать, доделывать. Ай. Так. Поглядим. Что получится, нет у нас. Ага. Рыбина пошла в плавание. Все. Я уже, ребята, в палатке. Поставил палатку. Сижу, минут 10, наверное. Пока у нас две рыбы. Два яйца. Один более крупный, второй не очень. Ну и третий там жерлицы поставил на первое яйца. Вдруг какая-то проходная щука пройдет, может заметит, попадется или нет там. Вялый клев сегодня. Сейчас снежок пошел. Тихо идет снег. На улице пока штиль, ветра нету. Вот и очередная поклевка. Вон. Сегодня стандарт. Стандарт не крупные. И, наверное, всю рыбалку такая рыба и будет клевать. Не скажу, что сегодня будет крупной рыбы много. Это начало рыбалки еще. Будем сидеть. Может, косяк какой еще будет, более крупнее. А на манку вообще ни одной поклевки еще не было. На желтую мормышку только берет и все. Так. Короче, решил я тоже манку поменять на опарыш. Видите, эта манка не работает сегодня. Опа. Неожиданно. Давненько поклевки не было. Сколько уже сижу. В основном на эту удочку смотрю. Все, что попадает сегодня вот на желтую мормышку. А сейчас поклевка вот
На муравей был. Ну, потянула. Очень хитро. Очень хитро потянула она. Вон какой огромный. Вот это елец. Потянула-то как. Вообще незаметно, что кто-то клюет. Вон какой красавец. Пока самый крупный на сегодня. Ребята, у меня немножко уже замерзли руки. И я решил погреть. Ну, погреться в общем. И с утра говорил, что буду тестировать свои изобретения, что я подглядел в интернете. Обычно в мороз всегда мерзнет газ и горелка не работает. И в интернете показывают, делают такие штучки. Ну, я вот из алюминия вот такую безделушку сделал. Вот смотрите. Это сюда вставляется горелка, огонь попадает вот в это место, и огонь, в общем, греет вот эту штучку из алюминия. Тепло идет по алюминию и греет сам газовый баллон. Вот сейчас я установлю, сколько по времени будет работать газ. Обычно без обогрева минут 15 максимум работает, и все, газ остывает и перестает горелка работать. Сейчас, короче, установлю и посмотрим. Все, короче, все работает. Ну, в принципе, она греется, вот это место, и тепло идет к баллону. Так и есть, все пока греется. А насколько долго будет работать, посмотрим. О, поклевка. Опа, есть. Сейчас вообще время где-то полчаса, наверное, в холостую сидел до этой поклевки. Тоже не очень крупная. Ну, поклевочка. Ок. Вот это хитрюга. Но рыба наконец-то подошла. Ага. Вторая поклевка уже. Ну и здесь поклевка. Опа, есть. Вот он. Вот он, вот он. Все такие какие-то сегодня малыши. Вон. Это уже слишком маленькие. Вон какие.
я это отпущу. Иди гуляй. Вот так вот. Ух, блин. Вот так вот. Никакой надежды уже не было, что кто-то клюнет. Вот это сегодня вялый клев такой. Неожиданно так клевануло. Жестко так. Короче, он подошел и, наверное, сразу схватил. Все цепляется. Поклевки нету, ребята. Вообще гиблое дело. Не клюет. Оба. Горелка вон как горит. Пошевельнешь там, ярче горит. А так, ну, я не знаю, что и сказать. Вроде там синим пламенем все горит, синим пламенем, но не так ярко, как хотелось. Вот сейчас на средних оборотах. Сейчас на полных оборотах. Вот видели, ничего не меняется. Это минимальное сейчас. Минимальное. Короче, однотонно все горит однотонно. Ну, тепло есть. Хотелось бы еще потеплее, но все, это на максимуме. Думаю, как-то вместо этого газа надо что-то придумать, какую-то маленькую, ну, очень маленькую, ну вот, скажем, это, как этот подсумок. Чуть-чуть больше этого подсумка. Какую-нибудь печку сделать, дырку тут и дровышку подкинул, и теплее, чем этот газ. Ну, газ на морозе не работает, не очень так хорошо работает. Хотя, вот как в интернете показывают, что, как сказать, тепло идет. Да, руки не выдерживают это тепло. Очень горячо нагревается вот эта штучка алюминиевая. Ну, тепло идет, в принципе, к баллону, но недостаточно. Так что тест такой у меня. В принципе, ну что сказать, можно использовать. Но жарко вам не станет. Лучше горит, чем когда ты не используешь эту насадку. Без насадки сейчас бы уже газ, конечно, уже давно потух, потому что уже почти час у меня горит вот этот баллон. Почти час. Тихий огонь такой идет и все. И я, наверное, думаю, сейчас еще где-то отойду буквально на метр в сторону. С этой лунки ничего больше не идет. Рыба перестала клевать. Вообще поклевок нету. Прорублю еще, ну, просверлю там 2 лунки в стороне. Там как бы лед более-менее еще твердый. Там прошлую рыбалку я тоже рыбачил. Попробую там. А чтобы дальше искать где-то рыбу сегодня уже бесполезно, потому что по колено вода, и я в воде сидеть как интерес такой и нету. Так что поглядим еще на втором месте что-нибудь клюнет, нет. А отсюда я буду уходить. Здесь я поймал 6 штук. 6 штук, и 7-я у меня на жерлице стоит. Такая штука. 7 штук рыбы. Хотя бы десяток набрать, и можно уже валить. Вот этот экземплярчик, конечно, мощный. Ну, конечно, на улице дубак, на улице холода. Ух, такой мороз сейчас стоит. Не знаю, поможет, нет, но я еще вот тут просверлю буквально метр в сторону. Попробую там. Холод, давление поднимается.
Из-за этого, может, тоже рыба не берет. Вон как все замерзает. Видели? Вот, что творится. Вот. Так что сейчас где-то искать рыбу, думаю, не стоит. Палатку установить ничего невозможно. По колено воды, во. Это да. Ай, блядь. Так, жерлица пока пусть стоит. Ну вот, с новосельем, ребят. Затопил печку. Сразу стало теплее. Тут только вот никак закрыть не смог. Снег сразу не закидал, а тут оказалось открыто. Ну ладно. Все, сидим. Еще где-то часик посижу. Если не будет клевать, я соберусь и будем возвращаться уже домой. Попью-ка я, ребята, чаек. Думаю, не будет долго сегодня уже этой рыбалки. После того, как поменял место, я не знаю, сколько просидел, я не засекал, но примерно так минут 20, 15-20 и ни одной поклевки. Вообще жесть сегодня, а не рыбалка. Сейчас чаек организуем, чай попьем. Сегодня у меня такие конфеты, ромашка, пилот. Ну вот, пилот с детства люблю и очень вкусная конфета. А сейчас новые шоколады, я не знаю, из чего делают. Вообще невкусные они. И чаек. Больше ничего у меня сегодня нету. В принципе, хватает. Вот такой бутерброд или гамбургер, или что там называют. Майонез, ветчина и хлеб. Вот так.
Мгм. Очень вкусно. Чуть-чуть уже примерзло хлеб. Все, ребята, в общем, буду заканчивать с рыбалкой на сегодня. У меня на карте памяти осталось время 10 минут для съемки. Я истратил уже 3 часа почти. Да, где-то 3 часа. 3 с лишним, наверное, можно заснять на эту карту памяти. И поменяли место. Ни одной поклевки. Ну, одна ложная поклевка как-то была, как будто клевала. Ну, может, течением там дернула еще. В общем, ни одной поклевки. Сейчас я буду гасить. Вот, смотрите. В принципе, горит однотонно синим пламенем. Вон. Синим пламенем горит. Все горячо. О, нет, не терпит рука. Все, короче, вырубаю я эту печку-буржуйку. И в 2 словах хочу сказать. В принципе, ребята, такой способ, думаю, можно сделать любому и пригодится. Если, конечно, этой алюминиевой штучкой как-то обложить полностью баллон, может, еще лучше будет греть и ярче будет гореть все это дело. Но у меня полоска так где-то вот до середины идет, и то, в принципе, работает. Так что в интернете я подглядел, посмотрел, захотелось попробовать, я попробовал. В принципе, там тоже говорят, там много болтаю, что очень суперски греет все, показывая, что пламень где-то сантиметров 20 выходит, очень ярко горит, но все равно в мороз баллон остывает, и буду, в общем, пользоваться этим. Если буржуйку я здесь не сделаю, я буду пользоваться вот этой штучкой. Надо бы еще. Полностью сейчас посмотрим, насколько она теплая. Здесь, вот тут все теплое, все тут все теплое, очень даже теплое. А баллон холодный. Короче, надо придумать как-то, чтобы полностью баллон был в этом алюминии. И думаю, тогда будет все четко греть. Надо еще как-то придумать, доделать такую приспособу. И все получится, думаю, будет нормально работать. Ну, вот так, на скорую руку сделал. Не так аккуратно, но красота не так столь важна, как вот качество. Если качественный материал, качественная работа, это даже, думаю, лучше красоты этой. Вот я еще в руках держу, и все еще теплое. Сколько, минут 3 уже вот прошло, как, 2 минуты, скажем. Да, еще не, вот начал остывать. Как-то надо или фольгой как-то намотать баллон с этой штучкой, скажем, вот поставить вот так, и потом уже намотать фольгой. Вот так установить, фольгой намотать круговую
и через фольгу будет циркулировать тепло. Думаю, самый хороший вариант. Да. Ну, я такой еще утеплитель такой сделал из старых женских сапожки были. И, короче, я срезал, прошил там, отсырело все. Конденсат, наверное, идет. Так, все, этим мы разобрались. Еще буду доделывать на следующей рыбалке. Если доделаю, если все получится, я еще буду показывать и рассказывать. А сегодня уже будем заканчивать эту рыбалку. Клёва нету. Так. Жерлицы также не сработали. Ну, ничего страшного. Этот мусор мы с собой отнесем. Так что все чисто оставляем дом. И тут у меня 6 рыб. 6 ельцов сегодня поймали. Одну плотву я отпустил. И 7-я рыба еще там на жерлице стоит. В принципе, на маленькой сковороде мы сегодня это пожарим. И с удовольствием скушаем. Спрашивают меня подписчики, что я делаю с этой рыбой. Все сегодня рыбы такие с размером спортивные. Спортивный размер, зимний размер ельцов. Вон такие ельцы. И я, ребята, эту рыбу с удовольствием кушаю, жарю и кушаю. Вот это количество маленькое жаркое будет. Если пожарить это на сливочном масле, не жалея масла, вот скажем, на сковороде, скажем, 3-4 миллиметра растопить масло и туда, там пожарить эту рыбу, сок рыбы туда размешается с маслом, и можно с хлебом вот макать, хлеб такой, получается. Некоторые жарят, скажем, на муке, и, ну, она хрустит, там тоже вкусно, но когда ты с маслом жаришь, она с хлебом макаешь вообще. Ну, кто пробовал один раз уже знает, и главное, чтобы сливочное масло качественно было. Я не знаю, сейчас пластилин продают, а настоящее сливочное масло как-то, ну, не купишь в магазинах. Не купишь, мало где продают такое качественное сливочное масло. Сейчас уже в магазинах мяса скоро не будет. Все искусственное. Мясо начали делать, я не знаю из чего. Вот жизнь пошла, блин. Вот так. Ну ладно, сейчас я соберусь и пойдем обратно. Все, на сегодня тест прошел. Это горелка. Тест потестировали. Рыба неактивна, не очень клевала. Очень даже влияет, видимо, сегодняшняя погода на них. Даже подходов холостых нету. И вчера, позавчера, дня 3 вот шел снег, ветер, снег, гнилая погода была. А у меня не было времени, чтобы сходить на рыбалку. Елец ловится всегда, ребята. Если хотите поймать ельца, много ельцов, ходите на рыбалку в пургу, снегопад, в гнилую погоду. А в ясную погоду она неактивна, я не знаю почему. Я раньше сетями также зимой ловил ельцов. Знаете, сколько я ловил там, как сказать, сеть поставишь, пургу на сети хорошо ловилась, елец. А в ясную погоду она стоит, я не знаю почему. И следующая рыбалка, думаю, будет как-то, когда будет или снегопад, или же ветер. Ну, в ясную погоду я буду ходить минимально. Я буду ждать какую-нибудь гнилую погоду и уже ходить, чтобы был результат. Все, собираемся.
Иди гуляй. А, пускай гуляет. Так.